Добрый день, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы продолжаем изучение большой и интересной темы сложно подчиненные предложения. На предыдущих уроках вы узнали о строении сложно подчиненных предложений, о роли указательных слов и месте придаточного предложения в них. Мы выяснили, на какие группы делятся сложно подчиненные предложения по значению. Научились отличать определительные придаточные от местоименно определительных придаточных. А сегодня мы подробно остановимся на придаточных изъяснительных, рассмотрим их особенности, выясним, чем они отличаются от сложно подчиненных предложений с придаточным определительными, поговорим о том, что влияет на наше настроение. Вспомним, на какие группы можно разделить сложно подчиненные предложения согласно их значению. Это три большие группы. Сложно подчиненные предложения с придаточными определительными, отвечающими на вопрос «какой, чей?». Сложно подчиненные предложения с придаточными изъяснительными, отвечающие на вопросы косвенных падежей. Сложно подчиненные предложения с придаточными обстоятельственными, отвечающими, соответственно, на вопросы обстоятельств – где, когда, каким образом и другие. Каким образом связаны главное и придаточное предложение? Главное и придаточное предложение связываются по смыслу, интонационно и с помощью подчинительных союзов или союзных слов. Например, давайте помечтаем о той жизни, какая будет лет через 200-300. Главное предложение давайте помечтаем о той жизни. О жизни той какой? Какая будет лет через 200-300? Слово «какая» заменяет слово «жизнь», значит, это союзное слово. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. Иногда сложное предложение может включать сразу два придаточных. Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Главное предложение – подарите ей сначала свое хорошее настроение. Подарите в каком случае? При каком условии? Если вы хотите. Придаточное обстоятельственное. Хотите чего? Чтобы жизнь улыбалась вам. Вопрос косвенного падежа. Изъяснительное. Придаточные присоединены союзами. Если, чтобы. А как различить союз и союзное слово? Повторим. Деревья жалобно шумели. Когда? Когда настали холода. Деревья жалобно шумели, настали холода. Союз – это служебная часть речи, поэтому он не является членом предложения. Его можно опустить, заменить другим подчинительным союзом. Я знаю, что ты нашел. Осенью птицы улетают в такие края, где всегда тепло. Союзное слово. Самостоятельная часть речи, местоимение или наречие, поэтому оно является членом предложения. Его нельзя опустить без ущерба для предложения и можно заменить другим значимым словом. Иногда на союзное слово падает логическое ударение. Задание. Соедините разрозненные части предложений. Ты говоришь, я считаю, мне стало ясно, мы обсуждали стихотворение «Памятник» Александра Сергеевича Пушкина и не заметили. Зачем я изучаю русский язык? Как прошло время? Что многое в этой жизни зависит от нас самих? Что любишь помогать людям?
Сложно подчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Ты говоришь, что любишь помогать людям. Я считаю, что многое в этой жизни зависит от нас самих. Мне стало ясно, зачем я изучаю русский язык. Мы обсуждали стихотворение «Памятник» Александра Сергеевича Пушкина и не заметили, как прошло время. Как вы соотнесли части предложений? Наверное, использовали вопрос «От какой части предложения?» От главной части, которая представляет собой некое утверждение. Я считаю, мне стало ясно, мы осуждали. Какими подсказками пользовались? В придаточной части находятся союзы и союзные слова. Они помогают установить связь. В чем была задача придаточных в данных предложениях? Объяснить утверждение. Итак, придаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы и поясняют слова главной части сложноподчиненного предложения. В качестве поясняемых выступают слова разных частей речи, обозначающие мысли, чувства, восприятие человека, его речь. Поясняемые слова в сложноподчиненном предложении с придаточными изъяснительными. Глаголы: сказать, ответить, говорить, сообщить, спросить, думать, видеть, чувствовать, ощущать, гордиться и другие. Я чувствую что? Что меня не слушают некоторые учащиеся. Прилагательные: рад, доволен, уверен, убежден и другие. Наречия и слова состояния: надо, жаль, нельзя, желательно, страшно, ясно, понятно, известно и другие. Но надо, чтобы меня внимательно слушали. Имена существительные: сообщение, вопрос, мысль, известие, забота, разговор, вера и другие. Посмотрим, как часто мы употребляем в речи сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Для этого познакомимся с интересным рассуждением блогера Павла, размещенным на сайте PMCAFE, о том, что управляет нашим настроением. Его статья называется «Оптимист и пессимист. Настроение». Но сначала убедимся, что правильно ли мы понимаем значение этих слов. Кстати, я сейчас использовала несколько сложноподчиненных предложений с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Для этого познакомимся с интересным рассуждением блогера Павла о том, о чем, что управляет нашим настроением. Глагол плюс указательное местоимение. Вопрос, союзное слово «что». Но сначала убедимся, в чем, что правильно понимаем значение этих слов. Глагол, вопрос, союзное слово «что». Слово дня. Оптимист. Человек с бодрым, жизнерадостным мироощущением, склонный видеть во всем хорошее. Однокоренные слова: оптимизм, оптимистичный, оптимистичность. Пессимист – человек, который исполнен уныния, безнадежности, видит во всем дурное, неприятное. Однокоренные слова: пессимизм, пессимистичный, пессимистичность. Исходя из значения слов,
К какому типу людей вы себя отнесете? Познакомьтесь с размышлением блогера и определите, какую мысль он хочет донести своим читателям. В каком описании вы увидите черты, свойственные вам. Оптимисты и пессимисты. Настроение. Всем давно известно, что люди делятся на оптимистов и пессимистов. И это не означает, что у оптимистов все в жизни складывается хорошо. Просто они умеют видеть и ценить то, что у них есть. Нет здоровья, зато есть хорошие друзья. Всегда помогут и поддержат. Бывают неприятности, но есть понимание того, что все не вечно. Поэтому к оптимистам тянутся другие люди. Пессимистов можно узнать сразу по внешнему виду. Всегда хмурые, грустные, неулыбчивые. У них всегда есть объяснение своему плохому настроению. Работа нелюбимая, люди вокруг злые, денег мало, погода плохая. Быть рядом с ними очень тяжело. Но если пессимист не ленивый и умный человек, он сам может изменить свое настроение. Для этого порой достаточно, чтобы у него появилось, например, любимое занятие. Оно будет занимать его время, душу, а восторги окружающих поднимут настроение. Конечно, все не так просто. Мы, к сожалению, не всегда можем изменить события, но в наших силах поменять к ним свое отношение. Нужно только постараться убрать из жизни то, что мешает. Страхи, обиды, скуку, раздражение. Это работа непростая, но выполнимая. Учитесь управлять своим настроением и меняйтесь к лучшему. Надеюсь, что размышления Павла вас заинтересовали. Думаю, вы определили основную мысль блогера. Она заключается в последнем абзаце. Мы, к сожалению, не всегда можем изменить события, но в наших силах поменять к ним свое отношение. Это работа непростая, но выполнимая. Присоединяюсь к словам автора. Учитесь управлять своим настроением и меняйтесь к лучшему. А теперь рассмотрим, какие предложения позволили объяснить позицию автора, и найдем в нем сложно подчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Рассмотрим первый абзац. И сразу сложное предложение. Всем давно известно, что люди делятся на оптимистов и пессимистов. Вопрос косвенного падежа поясняет сказуемое, выраженное категорией состояния, придаточное изъяснительное. И это не означает чего? Что у оптимистов все в жизни складывается хорошо. Вопрос косвенного падежа поясняет сказуемое, выраженное глаголом, придаточное изъяснительное. Просто они умеют видеть и ценить то, что у них есть. Вопрос косвенного падежа поясняет дополнение, выраженное указательным местоимением, придаточное изъяснительное. Нет здоровья, зато есть хорошие друзья. Всегда помогут и поддержат. Предложение сложное, но нет подчинительных союзов. Бывают неприятности, но есть понимание того, что все не вечно. Придаточное изъяснительное. Поэтому к оптимистам тянутся другие люди. Предложение простое. Итак, мы выяснили, что именно к оптимистам тянутся другие люди. И опять нам помогли, кто такие оптимисты, изъяснительные предложения. Рассмотрим, кто же такие
Пессимисты. Это вторая микротема текста. Пессимистов можно узнать сразу по внешнему виду. Всегда хмурые, грустные, неулыбчивые. Предложение сложное, но нет подчинительных союзов. Идем дальше. У них всегда есть объяснение своему плохому настроению. Работа нелюбимая, люди вокруг злые, денег мало, погода плохая. Сложное предложение, но нет подчинительных союзов. Быть рядом с ними очень тяжело. Простое предложение. Идем дальше. Но если пессимист не ленивый и умный человек, он сам сможет изменить свое настроение. Сложное бессоюзное предложение. Для этого порой достаточно чего? Чтобы у него появилось, например, любимое занятие. Вот, сложно подчиненное предложение с союзом «чтобы». Достаточно порой чего? Чтобы появилось занятие. Сложно подчиненное предложение изъяснительное. Оно будет занимать его время, душу, а восторги окружающих поднимут настроение. Это простые предложения. В описании пессимиста автор использовал сложные предложения, но другого типа. Наверное, чтобы противопоставление двух типов людей было более ярким и зримым. Вывод, к которому нас подводит автор, мы уже рассмотрели. Учитесь управлять своим настроением и меняйтесь к лучшему. И я прошу вас сейчас составить свое предложение, в котором вы выразите свое отношение к данному тексту. Используйте для этого одну из моделей сложно подчиненных предложений с придаточным и изъяснителем. Внимание на слайд. У меня, например, получились такие предложения. Я считаю, что каждый человек должен научиться управлять своими эмоциями. Чтобы поднять настроение, я слушаю свои любимые музыкальные композиции. Мне очень хочется услышать, как вы, уважаемые девятиклассники, управляете своими эмоциями. В последнем предложении я изменила структуру. У меня получилось вот так. Предлагаю вам поделиться тем, что вам понравилось в статье блогера Павла в комментариях к этому уроку на сайте Санарип Собак. Поделиться тем, чем, что понравилось. Придаточное изъяснительное стоит внутри главного предложения. Предлагаю вам поделиться тем в комментариях к этому уроку на сайте Санарип Собак. Это главное предложение. Придаточное, что вам понравилось в статье блогера Павла. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы систематизировали знания и представления о группах сложно подчиненных предложений. Узнали о сложно подчиненных предложениях с придаточными и изъяснительными. Научились различать сложно подчиненные предложения с определительными придаточными от сложно подчиненных предложений с изъяснительными придаточными. Поразмышляли над тем, кто такие оптимисты и пессимисты. Домашнее задание. Напишите 5-6 предложений
о том, как управлять своими эмоциями и каким способом вы прибегаете, чтобы поднять себе настроение. Используйте сложно подчиненные предложения с придаточными, изъяснительными и определительными. Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. И мой совет – улыбайтесь. Улыбка – это самый простой и быстрый способ улучшить настроение. До новых встреч в эфире!